В нашей стране, как и во всем мире, каждый день выявляются новые случаи заболевания COVID-19. Процент тяжело больных остается высоким. На тяжелой стадии организм человека ослабевает, не может бороться с болезнью и возникает реальный риск летального исхода. Если иммунная система не преодолевает вирус, то он в конце концов захватывает каждый уголок организма. Статистика неумолима. В списках умерших все чаще появляются люди младше 60 лет, а за последние двое суток в республике скончались 6 пациентов. В чем же все же дело? В больницах не хватает рук и препаратов, либо коронавирус стал агрессивнее и опаснее? Дело все в том, что они изначально поступают уже в тяжелой степени с рядом сопутствующей патологией. Несмотря на то, что, вот как вы видите и как знаете по данным, которые опубликованы, возраст их относительно молодой. Несмотря на это, то есть многие из них поступают очень тучные. Это ожирение третьей степени с сердечно-сосудистой патологией изначально, да, заболевания сердечно-сосудистой системы. У многих помимо этого еще и страдает эндокринная система, именно сахарный диабет. Все это является толчковым механизмом для того, чтобы в любой момент больной в период лечения может усугубиться и отяжелеть. Но, как правило, они уже поступают в тяжелой степени, то есть мы уже на этапе диагностирования видим у них двустороннюю полисегментарную пневмонию, соответственно, начинаем их лечить, подключаем все возможные препараты, которые, соответственно, у нас ранее расписаны по схеме. Вот. То есть говорить о том, что нету должного внимания или не хватает медицинского персонала или нету лекарственных препаратов, нет, конечно же, такого нету. Для многих пациентов с острой формой COVID-19 своевременное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких зачастую вопрос жизни и смерти. Однако даже это устройство не гарантирует спасение. Увы, помимо врачей, последние мгновения с умирающими от коронавируса проводят и другие больные. Ведь в реанимационной палате койки стоят рядом друг с другом. Люди часто поддаются паническим атакам, страху. Нередки случаи, когда пациенты задыхаются при виде кончины соседа по палате. На четвертом этаже ГУДОвской ЦРБ. Буквально, вот, как вы знаете, недавно у нас скончался пациент. И все это происходило как бы в палате, все очень быстро наросло. Начали оказывать ему помощь, и, соответственно, рядом лежали пациенты другие. Помимо того, что мы закрыли ширму, они еще и сами ко всему, плюс ко всему отворачиваются. Пациенты, которые находятся в одной палате с усугубившимся пациентом, кому мы оказываем помощь и пытаемся вернуть к жизни, ведут себя очень мужественно и достойно. Да, несомненно, присутствует тот факт, когда, к сожалению, пациенты умирают, и сосед по палате это видит. Но хочу отметить, что при необходимости, конечно же, подключаем психологов, есть номера специалистов, которые могут проконсультировать, поговорить. Вот. В этом такой вот острой какой-то нужды, конечно же, нету. Тем не менее, наверное, психологами выступаем в большей степени и мы, как врачи, которые оказываем помощь уже и после того, как такой инцидент имел место быть. Мы часто разговариваем с пациентами, подбадриваем их. Это, несомненно, дает им сил и динамика налицо. Ну и, соответственно, вся необходимая лекарственная терапия, которая им необходима, они получают. Уже долгое время из-за эпидемии коронавируса царит напряженность. Новости о последствиях этой коварной болезни кажутся бесконечными. Сложившаяся ситуация не может не отражаться на психическом состоянии людей, особенно тех, кто страдает различными душевными расстройствами. По словам врачей, заболевание поражает сосуды, страдает свертываемость крови, что приводит к тромбозам и существенно повышает риск инсульта. Еще одна, не менее важная причина большого количества тяжелых больных – самолечение. Это противопоказано при любых заболеваниях, тем более при коронавирусе. Последствия, тяжелые осложнения и реальная опасность для жизни. Вот почему призыв врачей соблюдать меры предосторожности, беречь себя и своих близких остается актуальным. Сария Кварацхеля, Абхазское телевидение.